Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на отношения, но отношения в треугольнике. Посмотрим, что вас ждет с женатым мужчиной. Будет ли продолжение этих отношений, возможны ли эти отношения. Вот все, что связано с треугольными отношениями. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Вот спросите свой вопрос, вот как вы его чувствуете, как вы его понимаете. И давайте будем смотреть. Я думаю, что все уже подготовились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы откроют то, что сейчас раскрыто. Так. Слушайте, вот такая информация противоречивая, просто в шоке. Нужно немножко время, чтобы подумать, поймать волну. Так, мои хорошие, ну давайте так, женатый мужчина. Но, если честно, я вообще не понимаю, как у вас отношения возникли. Вот смотрите, вот это он, а вот это она, его жена. Да? Женщина, с кем он проживает. И у них такая странная семья, вот его положение в этой семье, оно вот как сбоку припеку, понимаете? Вот он там никто. Она, вот смотрите, главная особа. Вот все в ее руках. Все, вот она знает все, она распоряжается всем. Все там по струночке ходят, она всем заправляет, она командует. Ну, там прям генерал в юбке. А он, смотрите, у ее ног сидит. Прям на такой привязи сидит. Он к ней привязан очень сильно. Абсолютно несвободный человек. Абсолютно. Может быть, я вас сейчас разочаровала. Может быть, он вам говорит другое. Но хотите правду? Вот она правда. Он несчастный человек, да, он несчастный. Он к вам потянулся за теплом и за любовью. Ну, конечно, такая командирша, думаю, его не сильно там пестует, да, не сильно его там любит, холит и лелеет. Вот, он к вам потянулся. Но я сразу хочу сказать, вот этот мужчина, он голову вам морочит, девочки. Не потому, что он плохой, а потому, что он, ну уж слишком нерешительный, и он там, извините, по рукам, по ногам повязанный. Там женщина его не отпустит. Не отпустит. Для чего он ей нужен? Для порядка, девочки, для порядка. То есть она в статусе жены, он у нее там на побегушках кормилец, добытчик и тот, кому она пендали отвешивает, ну, как бы нормально, да, нормально. В таком положении он находится. Мне, если честно, вас очень жаль, потому что и мужчину этого жаль за такую судьбу и жизнь, и вас очень жаль, потому что он, ну, не желая вас обманывать, он вас обманывает. Девочки, ну тут прям какая-то безвыходная ситуация. Не отпустит. Я вам даже больше скажу, она еще очень опасная и агрессивная женщина. То есть она за ценой не постоит. Вот не потому, что любит, не потому, что желает вот там, чтобы семья, дети и прочее. Нет, это ее власть, это подрыв ее власти. Она очень авторитарная женщина. Вот этим она опасна. Понимаете? Такая вот прям злобная, бабища, хочется почему-то сказать, не знаю. Может быть, ее так называют. Поэтому, девчонки, тут тяжелый случай, очень тяжелый случай. Чтобы он от нее ушел, ну, я не знаю, мир должен перевернуться. Либо она его должна из дома выбросить. Вот если она его выбросит, тогда да, тогда может быть. Но пока я вижу ее интерес, и он у нее не то чтобы там под каблуком, под юбкой сидит, не, девчонки, тут не вариант. Знаете, вот для девочек
для девочек, которые говорят, да, трава не расти, он мой мужчина, буду любить его вечно. У вас шанс с этим мужчиной вот как-то то ли сбежать, то ли тут какой-то шанс у вас появится не ранее, чем через 3 года. 3. Троечка выходит вам. Поэтому тут надо хорошенечко подумать. Вы знаете, вот ваша любовь, только не бежайте, пожалуйста, очень похоже, что вы его пожалели. Он такой к вам несчастненький пришел, такой вот весь покоцанный, побитый, пораненный, ну, как бы душевно, морально, да, и вы его пожалели на самом деле, пожалели. А ту любовь, которую вы к нему чувствуете, да, испытываете, это больше похоже на милосердие, правда. Вот не обижайтесь, пожалуйста, я говорю то, что я вижу. Вот так вот вы этого человечка, ну, подобрали, обогрели, да, ну, грубо говоря. Вот. Он нежности ищет, потому что нежности он как бы лишен совершенно, от слова совсем. А вы эту нежность, ну, просто ее у вас через край. Вы такая девушка очень сладенькая, классная, добренькая. Так, девочки, ну чтобы вы не расстраивались, я вообще, если честно, сразу не поняла, потому что я у вас вижу любовь и семью, но не с тем, кого вы загадали, совершенно с другим человеком. У вас, вот смотрите, жизнь зарождается, у вас зарождается гнездо, и мосты наводятся между вами и мужчиной. Причем, смотрите, это он с мостами идет к вам. Это не вы к нему идете, а он к вам идет навести мосты. И причем мужчина такой, знаете, вот прям не мужчина, а сказка, да, очень шикарный, достойный, красивый, с работой. Очень прекрасный мужчина идет к вам. Вот. И поэтому я вот немножечко так в шоке была от того, что я увидела. Ваша судьба – это другой человек. Ваша судьба. И семья у вас будет настоящая. Не украденное счастье, да, не ворованное счастье. Вот это вот вспышками где-то там, чтобы никто не увидел, не узнал. А вот вы жена, вы статусная женщина. Вы смело идете вот гордо поднятой головой. У вас колечко. У вас есть тот, кто вас под руку держит, да, кто ведет вас, поддерживает, помогает. Вот он, этот человек, вышел. Девочки, вот еще такую вещь скажу. Тут еще и на беременность очень сильно похоже. На деток похоже. То есть, смотрите, да, вот это ваш мужчина, ну, новый, назовем его так. Это вы мосты друг к другу навели. А вот этот, которого вы загадали, вот он сзади у вас стоит, ну, как в пороге топчется. То есть нет у вас с ним как бы общего. Вы от него отвернетесь, вы выберете другого. Этот, кстати, свободный. Этот, кстати, очень самостоятельный, он ни от кого не зависит. Он живет вот как ему хочется, идет по жизни вот прям к своей мечте, к своим желаниям. Ни перед кем отчета не дает. Я там имею в виду там всяких бывших мам и прочих родственников. Нет такого, нет. Очень, кстати, самостоятельный человек. Я даже вам, знаете, что скажу? Вот он при какой-то должности. Должность у него высокая. Либо у кого-то со временем мужчина прям такую высокую должность займет. Он такой счастливчик, удачливый человек. Но удача его, она вся такая вот в прагматике заключается. То есть он не делает лишних телодвижений, он не распыляется по мелочам. Он вам сразу понравится. Вот влюбитесь чуть ли не с первого взгляда. Вот у вас как взаимно идет. Ну потому что да, вы друг другу по судьбе. Да, пожалуйста, вот. Ну, девочки, видите, как судьба поворачивает. Смотрите, по поводу этого женатика. Вы все-таки поймете, о чем я говорила, да, что у вас к нему больше как милосердие, жалость, желание, вот как материнский инстинкт, да, видите несчастного мальчика, хочется помочь, защитить. Вот это очень вот прям вам вспомнится в голове, когда вы встретите нового мужчину. Вот поймете, о чем я говорю. Этот ваш женатик, он еще какое-то время за вами ходить будет. Но понимаете, вы вот единственная женщина, кто его так приласкала, приголубила.
кому он был нужен, вот важен, да, как человек, как личность. Вот поэтому он еще будет за вами таскаться, там даже какие-то истерики будет вам закатывать. Видите, какой он сидит, стоит, там слезы у него капают. Ну что, как же так, ты меня не дождалась, я-то не могу от жены уйти. Но ты жди, ты надейся, да. Вот, и тут, понимаете, вы его прям предали, да, в сердце ранили. Нашли себе мужчину, да, нашли себе мужа, с кем семью построите. Да, интересно. Девчонки, любовь идет, и брак идет с другим человеком. Поэтому даже нет, наверное, смысла говорить, что ждет женатым. Ничего не ждет. Распрощаетесь вы с этим женатым, и пойдет он дальше под юбку к своей жене, а вы заживете счастливой жизнью, счастливой, настоящей, вот прям полной, полноценной жизнью заживете. Девчонки, от этого мужчины точно у вас ребенок будет. Если вы уже не в том возрасте, ну, понимаете, что никаких детей, то, скорее всего, возможно, он кого-то приведет. Либо, может быть, вы в будущем, да, вот когда вы создадите брак, может быть, ваши дети, взрослые, подкинут вам ребеночка, вы как вот воспитывать будете, может быть, там какое-то время помогать будете, вот как... Ну, как семья с ребенком получается. Не знаю, очень классное, кстати, время идет. Вот оторветесь от души. Вот прям то, что в молодости там, например, не получалось. Ну, потому что все заняты, и куда-то надо бежать, работать, некогда было там детьми заниматься. Вот тут оторветесь по полной, и вы, и вот этот мужчина. Вот прям растите вы ребеночка, и прям все даете. Очень классная ситуация. Так, что хочу вам сказать. У вас, кстати, вот по судьбе еще какой-то переезд, либо перемещение идет. Куда-то в новое направление вы будете отправляться. Причем как будто бы в мечту летите. Но если девчонки хотели переехать за границу, вот, пожалуйста, это будет исполнение вашей мечты, переезд за границу. Но перевезет вас вот этот новый мужчина. Он вас перевезет. Либо вы, например, всю жизнь прожили в квартире, а мечтали жить в собственном доме. Там, с садиком, с там, палисадничком, не знаю, там, выращивать, может быть, там, зеленушку, либо цветочки. Вот он вам это все даст. Вот мечта у вас исполняется. Знаете, мне эта отсыпка очень нравится. Мне нравится ее энергетика, мне нравится посыл. Я понимаю, что вы сейчас страдаете. Я понимаю, что для вас это болька, то, что я говорю, что не получится с женатиком. Но поверьте, девочки, то, что вас ждет, ну, это действительно и любовь, и счастье. Вот все вместе в одном флаконе. Вам счастливой быть. Счастливой, любимой, желанной. Любить и быть любимой. Вот без всяких там тайн, секретов, запретов. Счастье вот вдвоем. И никто не мешает, никто не лезет, никто вас не беспокоит. Дождитесь своего мужчину. У вас вот встреча вот совсем не за горами. Он к вам идет. А мешает вам встретиться вот именно этот женатик, потому что он закрывает вас от других мужиков. Вот своей энергетикой, да, он вас закрывает, он вас блочит. И вы... Понимаете, вы несчастливая с ним, вот женатым, вы грустная с ним. Вы как будто бы невидимая становитесь для других. Понимаете, тут отношения, но они не несут вам позитива, они не несут никакого блага вам. Вот ему, да, ему хорошо, он от вас черпает, а вас он закрывает. Вы время с ним теряете, понимаете? Время теряете, жизнь вот мимо, вот так вот мимо вас проходит. Подумайте несколько раз. Он вам не даст того, чего хотите. Да и вообще он сам по себе вот такой человечек, да, ему нужен вот такой генерал, кто будет им управлять. А вы не такая. Вы очень добрая, вы мягкая, вы справедливая. Вы ищете вот именно партнерских отношений. Партнерских, да, не тот, кто там командует, подчиняется. Нет, вы хотите партнерства. Вот новый мужчина идет. Хватит слезы по нему лить, хватит тосковать, выходите из дома почаще, и у вас вот встреча, она уже, понимаете, вот уже все запланировано. Встреча обязательно произойдет, девочки. Я вас на самом деле поздравляю, потому что вижу ваше будущее, вижу, что от этого будущего вы не откажетесь,
Потому что любовь идет такая крепкая, настоящая. Вот прям, знаете, как закрутит вас в этом урагане чувств и эмоций. Вы про этого женатика и думать не станете. Это я вижу. Мои хорошие, дождитесь своего счастья. И постарайтесь как-то хоть немножко дистанцироваться, чтобы он так сильно вас не закрывал от других мужчин, да, и не тянул вашу энергетику. Поверьте, поверьте. Он жертва по собственному желанию. Вот честно вам говорю. Я не вижу здесь какой-то там магии, какого-то шантажа, злоупотребления. Нет, это он такой по себе, такой человек, слабенький, слабохарактерный. Вот, поэтому не думайте, счастье, оно ваше, вон оно предписано. Быть вам счастливой, быть вам замужней и жить в свое удовольствие, наслаждаться жизнью. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.